Всем доброго утра. Доброго. На улице светает. Сели позавтракать. На завтрак сегодня у нас утка. Ромка тут всю мякоть, всю грудинку сутки уже, правда, повырывал. Приготовили вчера еду с нее. А остатки вот остались у нас нормально. Сейчас все вот это дело обгладаем. И надо выезжать. Все делаем очень быстро, потому что взяли с собой один powerbank на 50, который, и второй маленький, не знаю, на 8, наверное, и два телефона, два смартфона, экшн-камера, села весь заряд. В общем, надо тащить сюда аккумулятор Титанат. Съездим до дому, отвезем рыбу, привезем аккумулятор сегодня обратно. В общем, мотанемся-ка мы домой. Тем более налима мы поймали уже достаточно. Надо отвезти, почистить, закинуть это в морозилку. Не знаю, успеем ли сегодня, но в планах, возможно, сделаем с Макса с печени паштет в автоклаве. Вот такая вот задумка у меня. Все хотел давно попробовать, просто не было разовой Макса, вот чтобы много было. Сейчас мы это дело поймали. Налим, я так думаю, еще живой. Парочка там, которых почистили, которые были уже неживые, ничего с ними тоже не будет. На улице прохладно, хотя уже не минус, хотя потеплело. Вот. Так что в наших планах сегодня у нас с утра поездка домой. Отвезем рыбу, возьмем продуктов немножко и, конечно же, возьмем источник питания. Это наш аккумулятор Титанат. Потому что повербанки с таким количеством объема зарядки не справились. Вроде бы и 50, а все-таки смартфоны жрут много. У тебя смартфон сколько? Десятка? Шестерка? Пятерка? 3700 вроде. Нет, у тебя пятерка, у тебя пятерка, у меня шестерка, наверное, да. И экшн-камера тоже заряд берет. Фонарик заряжали 2 раза, наверное. Главное, вчера было еще 70% заряда. Все включили, бац, ночью выключилось все. 0. Почему-то нереально быстро, то ли где-то что-то короткое замыкание, то ли что. В общем, мы пока без заряда, но в принципе он нам не нужен. Фонарик есть, позавтракать мы по-любому успеем. Вот. Начинается новый день. Сегодня у нас какой день? 4, да? Начинается новый день. 5, уже 5 октября сегодня, четверг. 5 октября 1994 году не стало моей бабушки Анны Ивановны. Так что мы, наверное, съездим сейчас по ранней утрянке домой. Как приедем, сходим на могилку. На вечерком, после проверки продольников. Надеюсь. Сегодня, в общем, все надо делать очень быстро, потому что день короткий, планов много. И вечерком посидим, можно будет помянуть мою бабульку. Как-то вот так вот. Планы построены. Самое главное с утра построить план. И строго по графику придерживаться его. Вот так. Так что коротко, что происходило, будет происходить с нами в течение дня. Мы, конечно же, постараемся запечатлеть, чтобы вам показать. Ну, а самое приятное, это, конечно, впереди нас ожидает проверка наших продольников на налима. И надеюсь, сегодняшняя проверка будет не хуже, чем была вчера. А вчера она была просто вот такая. Так-то, всем доброе утро. И увидимся на реке. Вкусняшка. Так, друзья, хочу показать вам, как сохранить налима живым. Если положить ведро, он сдохнет, в лодке он подохнет. А так вот в барабане из-под стиральной машины вертикальной. Вот. За 2 дня, вот они все живые. Давайте посмотрим. Вон, какие налимчики хорошие, красавцы. Килограмма 4, наверное, не меньше. Не знаю, взвешивать сейчас ничего не будем.
Вот, просто смотрим. Ведро 30-литровое. Вот и смотрите сами. Раз. Вот и черный такой же здоровый. Два. Опа. Не надо. И тут хвостами. Два. Ух ты, вот видишь, как они делают. Два. Три. Вот такие вот змеи у нас. Хорошие змеи, хорошие змеи. Блин, вот они, вот так же вот они из сачка уходят, вот хвостом. Ну вот откуда они, блин, какую школу нахрен проходили? Три. Блин, какой он сильный, да? Ах ты. 4. Отдай палец. 4. Но эти поменьше уже немножко. 4. Вот это 5. Вот это еще меньше. Вот это 6. Вот этот 7. 7 налимчиков. И двоих мы вчера почистили. Получается где-то килограмма на 2,5. Нормально, я считаю нормально. Хорошая вещь, так что вертикальные машины у кого-то сломались, не выкидывайте. Снимайте оттуда барабан. Прекрасная вещь для хранения налима. Любого живца. Это просто отличный садок. Все, на улице дождь, потеплело. На полных парах едем домой. Сегодня вечером вернемся. Все, погнали. Ведерочка у нас соленой рыбы есть. Ведерочка налима есть. Надо везти домой. Так, ну что, день продолжается. Мы с утра уже изрядно попутешествовали. Приехали на берег. Поднялись до машины. Съездили в поселок. Выгрузили всю рыбу. Уток, потому что мы 2 утки еще добыли сегодня. 2 черные. Это по-русски синьга получается. И морская чернь была 3 утки. Ведро рыбы соленой. И налимы вы сами видели. Самое главное, зачем мы ездили, это вот титанат. Аккумулятор титанат. И еще один блок питания. Вот он здесь, которого я искал. Второй блок питания нашелся. Потому что у нас не было энергии в избушке. С этим аккумулятором, я так думаю, ее будет достаточно. Потому что весной мы 2 недели там жили и телевизор смотрели и все такое. И потратили только 30%. Так что с этим аккумулятором нам теперь энергии будет достаточно. Все необходимое взяли. Теперь на полных парах едем обратно в избу. По пути проверим наши ловушки на живцов и проверим 3 продольника. А там уж будем смотреть по времени. Погнали? Поехали. Наша обяжка ждет поднятия воды, которая так и не поднимает. Нога грязная. Немножко полоснет правую ногу, да. Носок особенно там вообще все равно грязный. Ждет поднятия воды. Вот когда вода прибудет, хотя бы вот до того большого камня, вот где обяжка, тогда мы и будем кататься на этой обяжке. Ну а пока для такой мелкой воды только уралочка, ничего больше. Так. Ты вот там, наверное, не выйдешь. Ну-ка попробуй прямо вот здесь. Главное сейчас выскочить на глубину, потому что здесь вот идет каменная гряда. И через нее проблематично будет проскочить. Сюда. Опа. Вот такая вот у нас река Печора. Мелководная до ужаса.
Все, вроде выехали, погнали. Чем плох четырехтактник, то что он капризничает в морозы. Все хорошо, экономичный, в первую очередь, работает нормально, на малых оборотах четко. Но вот как морозы, так и начинает хреновничать. Без прогрева. Это еще плюсовая температура. Будет минус, придется поставить ее, отнести домой и поставить, даже если вода не прибудет, на эту лодку Шармакса или на обяжку. Потому что при минусовой температуре четырехтактник работать не будет. Так что где-то есть свои плюсы, где-то есть свои минусы. Погнали. Вот и снова мы на озере. Вот опять мы с ружьями наперевес. Разделяемся мы с Ромой. Рома справа, я слева. Никого. Никогошеньки. Никого, никого, никого. Все, местная утка улетела, а перелетной не видать. Что, сходишь, посмотришь там? Внимательно смотри, может, подранка там этого заметишь. Так, ну а мы тем временем посмотрим наши ловушечки. Закинули вчера еще 2 раколовки. Так, наша книжка рабочая, продуктивная. Что нам сегодня скажешь? А нам живцы нужны. Ну. О, есть. Что-то есть. Уже хорошо. Карасик даже влетел. Даже карасик. Но сегодня поменьше немного. Поменьше, но не пусто. Не пусто, не пусто. Так, что у нас там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 озерных гальянов. 1 карась и 1 речной. И куча налимов опять летела. Так. Вот такие вот самые то живчики. 1, 2, 3, 4, 5 налимчиков. Обратно растите, плодитесь. Живчиков сюда. Живчиков сюда. Живчиков сюда. Карасика тоже сюда. Карасик даже. Так, остальное вон, смотрите, а нет, еще один. Вон сколько налимов, 15-20, наверное. 15-20 налимов. И здесь куча целая. Так. Приманочка еще есть. Так что пусть грызут сначала это. Или добавить. Ладно. Добавлю немножко, хуже не будет. Свеженького немножко. Запах, видать, шоколадом пахнет и хорошо идет. Шоколадку любят все. Отличная ловушечка.
Не нравится. Раз. Лови, живец. Молодец. Так. Ну а теперь посмотрим нашу раколовку, которая там уже не хотела работать. Сейчас посмотрим, в чем причина, или в раколовке, или вместе. Получается, в раколовке. Что там у нас? Несколько мелких налимчиков и все. Вот так вот. Рядом стоят две одинаковые снасти в одну раколовку. Залезли вон сколько? 8 штук. А вторую нет. Может быть еще одна причина. Там мешочек подвешен. Может, запах идет, а тут не подвешен. Может быть еще и по этой причине. Ну не знаю. Не знаю почему. Ну вот зонтик не работает, а книжка работает. Ладно, что. Переставлять не будем. Поглубже немножко кинем. Вот так вот. Так, пойдем, еще у нас там одна раколовочка, если глянем там. И придется все равно проверить те раколовки. Если нет, возьмем запас, а этого нам не хватит. Так. Смотрим. Тоже ничего. Одни мелкие налимчики. Херня какая-то происходит, блин. Вот в чем причина? Отличная ловушка. Как только закинул, там нормально ловила. Налим лезет, гальян нет. А в книжку лезет. Все-таки надо попробовать еще. В книжке мешочек сверху, а тут у нас прикормка снизу, она в тине получается. Может быть, по этой причине. В общем, надо сделать мешочки и привязать по центру, чтобы они болтались толще воды. Может быть, по этой причине запах лучше распространяется и залезают. Будем пробовать. Потому что скоро, очень скоро это все покроется льдом. И до заморозков надо будет эти раколовки уже поднять. Запас небольшой есть, но насколько хватит, настолько хватит. Пошли ловушки на этом берегу. Что у нас там? Ничего. Ловушка уже чернющая. И ни хрена не хочет ловить. Сколько у нас там налимов? Я не знаю, в чем причина. Я не знаю, в чем причина. Опа! Ладно. Кинем. Так, ну что? Улов сегодня у нас небольшой, скажем так. Совсем небольшой. Что там, 3 штук 8, наверное. Так что придется взять с запасов. Придется взять с запасов. Хорошо, когда есть запас. Вот, не поленились. Когда тепло было, половили, когда он ловился. Теперь есть откуда брать. Вот они, наши эти бутылочки.
Так вот. Красота. Вот так вот. И речных тоже туда. И вот так вот. Все, бутылки забираем с собой. Этих живцов нам на сегодня хватит. Опа! Кулама, эти кулама. Все, остальные живые. Погнали. В общем, у кого есть озера с такими живцами, голянами озерными, живца лучше ловить в теплую погоду. Начинать надо уже с августа. Ставить ловушки, ловить. Он тогда активный, когда вода теплая. Ловить, кидать в садок, куда угодно. Главное, чтобы они были в воде. Они очень живучие, будут жить. Чем холоднее температура воды, тем хуже они ловятся. Как вы видели сами, все меньше, меньше и меньше. Так что хорошо, что был запас. Все, погнали на проверочку, проверяем 3 продольничка по пути. Ну а дальше сколько успеем. Не сколько успеем, а будем проверять, даже если под фонариком. Погнали. Да, проверка сегодня будет проблематичная. Поднялся ветер против течения, нагоняет волну. Не знаю, как мы сегодня будем проверять продольники, но надо будет попытаться все равно это сделать. Быстро ехать никак, лодку забрызгивает полностью, все сырое уже, блин. Правильно Рома сказал, Уралочка не для большой волны. Уралочка не для большой волны. Якорь смотри, чтоб не привязан никуда был к сачку. Якорь приготовь. Палка не мешает. Чувствую, что-то сегодня мне опять, наверное, по темноте придется с фонариком проверять, блин. С фонариком придется проверять опять, наверное, сегодня, блин. День пролетел мгновенно. Я знаю, точно ты здесь, окунь полосатый. Бля, все мешается, полная лодка всякой херни, блин. Я знаю, точно ты здесь. Я знаю, точно ты здесь. Опа, опа. Какая попа. Я же говорил, окунь здесь. А запутали-то. Даже не окунь, а маленький налимчик. Так что карасику сегодня жареха есть. Весь пакет заглотил до желудка. Сюда что ли? Маленький налимчик. И все. Сегодня пусто. Опа. Не так-то просто еще бутылки поймать, блин. С Уралочки-то. На Казанке куда хочешь, туда подъедешь. Это ветром дунуло, ее уже унесло в другую сторону, блин. Блин, я уж привык, поначалу дико было, что вода так рядом, блин. Видишь?
Вода вообще рядом. У тебя-то еще нет, у меня, смотри, вот здесь вот. Волну вообще страшно, блин. Окунь, 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 Вань. Такой вот окушочек. Заглотил почти до кишочек. Ай-яй-яй, блин, колется еще. И все. И тоже пусто. Так. А? Как раз теперь руки снимают. А снимать-то нечего. Блин, жопа сырая вся уже. Пока вот так вот. По одной маленькой рыбешке. Так, ну вот наш знаменитый третий продольник, который поймал вчера большую, огромную трофейную щуку, но которую не получилось вытащить, потому что она убежала, откусила леску. Сегодня что-то маленькое дергает окушарик какой-то. Что-то маленькое. Что-то маленькое. Вот он окунь полосатый. А вот он окунь полосатый. Вот такой вот полосатый, усатый. Эти крючки надо менять, ставить нормально, крупные крючки. Это не та рыбалка. Это не тот продольник осенний. Так. Оп. Ну чё, в каждом продольнике по одной рыбке, уже не пусто. Спасибо и на этом. Ветер все сильнее и сильнее. Вот так вот, друзья. Жизнь не только майский день. Бывает и проверка при таком ветре, с дождем, ледяном ветре. Пальцы коченеют, лодочку качает. Ну а нам проверки ничего не мешает. Ну как не мешает? Мешает, конечно, но не без этого. Гальянчики, гальянчики. Так, эти три продольника надо поднять и поставить нормальные продольники с большими крючками, с толстой леской. Это весенний продольник. Будем ловить на него весной. Так, ну что, все. Первый участок проверен. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А лодка-то как шатается. Ой. Ой-ой-ой. Вон. Волна. Я вот рукой чувствую вот эту волну. Все, поднимай якорь. Как-то надо аккуратно отсюда валить с этой волны. Что-то Печора матушка буянить начала. Что, весьму лишнее скинем, лишний груз, да? Аккумулятор, все такое. Винт воды не достает. Ведро сюда нагни назад. Перегруз спереди получается. О. Немножко буквально и все. Все, давай, да. Как раз получается середина примерно. Сейчас
Сейчас пойдем избушечку растопим, чтоб теплая была. О, кто-то спрашивал, как Урал-то ведет себя в большую волну. Вот как-то вот так. Это еще не очень большая волна, но уже и не маленькая. Главное в такую волну не становиться боком. Перевернет сразу, наверное. Как-то вот так. До берега добраться. Первый продольник на втором участке, который состоит из одного крючка. Один единственный крючочек. И никого здесь нет. На один крючок никто не попал. Выключаемся. Вот здесь, видишь, откусила щука. Щука откусила поводок. А, нет, тут, наверное, два крючка. Или нет? Сейчас посмотрим. Встречаемся на следующем продольнике. Два здесь. Здесь два. Видишь, как быстро проверять. Два крючка и все. Раз, два. Така-така-така-така-така-така. Вот здесь, наверное, один крючок. Да, у меня здесь все крючки оборвало. Поймал бревно в прошлый раз. И два крючка, два двойника оборвало. Вот тут вот точно один крючок. Надо будет второй двойник хоть поставить, чтобы хоть два было. А то один налим как-то несерьезно. Надо, чтобы два налима было. А? Попадется такой один, да что будет и он серьезен. Щуку давай, щуку. А, никого походу нет. Никого. 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 Опа, опа, опа. Опа, какая попа. Так, третья тройка игроков в студию. Да. А? Диска не было. Снимают же ведь? Да. Третья тройка игроков. Ох, какой-то окунь, что ли. Какой-то окунь, что ли. Что-то есть. А, налимчик. Закрутил-то, закрутил-то. Закрутил-то. Вот такой вот маленький налимочек. Заглотил глубоко. Кровью харкает. Так что пойдешь сегодня на жареху с карасем. А? Или уху. Уху? А укс не взяли. Ну, посмотрим. Посмотрим. Не закрывала хоть камеру? Ты хоть поглядывай, я же не вижу ветром. Ну-ка. И раз. Ну вот. Обмельчал, что-то мельче и мельче налим. Ну, не пусто, и то хорошо. Крупного всего выловили, наверное. Енцикадан, да. Сглазили. Видать, не сразу сказал Енцикадан. Злые сили сглазили, злые сили сглазили. Ладно.
У нас еще есть порох в пороховницах. Второй продольник третьей тройки. Так, что у нас? Налима щуки не точно, а кушок вроде бы маленький есть. Кулом окушок. Еще там в конце что-то мотает, крутит. И штиной шлепнула ему по морде, и он подох. Блин, глотают до живота. Текс. Ну. Вот второй окушок. Тоже кулома. И все. Два окушка. Где налим-то сегодня? А налима нет? Нет. А налима нет. Вон еще третий окушок. Третий окушок. Сегодня только окуня. Тоже кулома. Вот так вот. С окунями хоть в баскетбол научимся играть. Все, наживляем, отпускаем. Так, поймали третий продольник третьей тройки. Стой. Что, якорь не достает? Достал. Скоро будет не доставать. А прикинь, с носу кидать вообще неудобно было. Надо этот придумать какой-нибудь. Ну, я тоже думал об этом. Механизм такой на ролике там крутанул. У меня до хрена раз мысль такая была уже. Так, ну что, здесь-то есть что-нибудь? Нет. Натяжки вообще никакой нет. Вообще никакой нет. Нас сносит. Глубина якорь не достает. Но. Нет, на камнях лежит. Лежит? Да. А почему у нас натяжки нет? Смотри по берегу. Стоим? Стоим. Ну, в общем, стоим так стоим. Но можно и не стоять, пусто. Совсем пусто. Живой. Так, встречаемся на последней тройке, на которые возлагаю огромные надежды. Или там, или нигде. Как погодка, нормально? Я тоже так думаю. А? Блин. Прямо в трубе сейчас будем проверять. Я не знаю, как мы будем проверять. Но попробуем. Че, может, ну его нафиг, а? До бутылок-то мы доехали. Вон бутылки, но там волна пипец. Или что, рискнем? А если блядь, вон же волна. Да, блядь, мы напьемся, знаешь, сколько шампанского, блядь? Прям в трубе тут, блядь, не знаю, опасно, Ром. А с другой стороны, что, мы завтра этого налива не соберем? Ну просто если заглотил, ему испортиться может.
друзья, очень опасно. Бутылки на глубине, на фарватере. Мы прямо в трубе, и ветер ровно против течения. Так что я не... Вот они, там барашки, вот эта большая волна. Запаса в Уралочке очень мало. Если мы сейчас пойдем на фарватер, то не знаю, чем это может закончиться. Приехать-то мы до места приехали, где последняя тройка продольников. Но все-таки, наверное, оставим это дело до завтра. Ну, уснет Налим, ничего страшного, за день ему ничего не будет. Сидим в избе. В общем, возвращаемся в избушку, не будем испытывать судьбу. Рыбалка рыбалкой, но жизнь дороже, я считаю так. Так что просто очень сильный ветер, и там в трубе просто не хочется. Поехали в избу. Потихонечку вдоль берега, потихонечку поедем. Не будем рисковать. Опасно. Глубина тут 4 метра. Просто не хочется. Как-нибудь в другой раз. Дай бог завтра ветер стихнет, завтра проверим. Где было возможно, мы там проверили. А здесь скоро стемнеет, мы так до избы по такой волне, только, в общем, не будем долго базарить, поехали в избу. Правильно? Конечно. Там тепло, светло. Порыбачить мы еще успеем. Такая вот вкусняшечка у нас готовится. Жареный налимчик. Так вот. И еще сегодня будет у нас к налимчику вот парочка окушков, еще маленький налимчик и карасик. Так, сегодня рыбацкий ужин у нас будет. Запах уже обалденный. Так, что у нас сегодня? Завтракали мы в избушке. Обедали мы сегодня дома. Ездили за, грубо говоря, километров за 60. А ужинаем опять в избе. Запланированные немножко не получилось. Главное не перепутать бутылки, а то, смотри, да более одинаковые. Знаешь, как делал прошлый этот? Может, берешь вот так вот. Сил уже нет. Дома так легко получилось. Не все запланированное получилось. Ну как, можно было упрямством взять, но если бы не было ветра. А так это не то, что сказать лень или что, или не хотели. Это было просто невозможно. Это был большой риск, и решили не рисковать. В общем, нижний участок остался непроверенный. Вот. А так, ну что, нет у нас сегодня крупного налима в улове. Зато есть два маленьких. Зато есть у нас вот такая великолепная жареха, даже две. В одну жареху даже не влезла. С дома взяли брусничный морс. Отвезли ягоды, клюкву. Так что в следующий раз будем пить клюквенный морс. Сегодня не успели, зато успели помыться сегодня в душе. Все хорошо. Рыбки отвезли, ведра пустые, надо заполнять по новой. Не знаю, приедут ли, не приедут завтра вечером. Завтра вечером, да, завтра вечером. Серега с Аней, там посмотрим, как там у них что будет. Послезавтра у меня рабочий день. Завтра, так что по-любому уезжаем домой. И денек, наверное, останемся дома. А в воскресенье, наверное, уже обратно надо будет сюда ехать. Да. Продольники мы поднимать пока не будем, потому что я не знаю, сколько у нас осталось времени
рыбачить. Может быть неделька, может быть 2, а может быть того меньше. Так что пока порыбачим. Если будет возможным, пособираем еще ягоды. План еще не выполнили по ягодам, так что ох, есть чем заняться. Матушка природа и ягоды, и рыбы, и дичи, все есть у нее, только надо приложить немного руки. Видно там? Да. Как раз так подвинул. Это тебе, это вам, друзья. Будьте здоровы. Не болейте. Живите дружно. Будет. Так, у нас еще и остатки уточки есть, но я сначала рыбку съем, вот этот хвостик. Когда муки жарят, больше всего люблю хвостик у любой рыбы, он потому что хрустящий. Вот так. Кстати, дома сегодня обедали тоже наливом. Маму надо тоже сюда брать, кушать готовить. У нее что-то быстро получается. И рыбу чистит быстрее, и кушает, и налима жарит быстрее. У нас сегодня сколько ушло? Часа 2-то ушло. 2-то нет, но час точно ушел. Сколько времени? 1,5 часа ушло. С чисткой со всей, да? Ну это как мы приехали. Ну, пока поднялись, пока сумки разложили, пока обратно спустились, пока ты почистил, пока я готовил. Так, вот сегодня днем обедали жареным налимом. Кстати, Сейчас вот ужинаем жареным налимом. Мне кажется, я готовлю завтракать. Я даже вот такого налима жареного готов 3 раза в день есть. И, кстати, смотри, вот этот вот чуть поменьше, чем тот, который дома был. Как будто бы нежнее немного мяса, да? Конечно. Чем крупнее налим, он тем жестче. Это Кусочек какой-то попался наш. Тает на языке. но сильно маленьком вот таком, там Есть нечего. есть нечего, да. Самый вкусный налим это от полкилограмма до килограмма. Он самый нежный, мне кажется. Чисто по мне, вот так. У крупного налима хороша голова. В ухе хоть жарить, там есть где почистить, что почистить. Там можно так разложить эту голову, что можно накушаться. У крупного налима печень большая, вот если уху. Ты говоришь, печень не любишь, да? Ни печень, ни голову. Ну, серединки подавай, позвоночник будем. Ромка вообще интересно насчет рыбы. Привередливый, скажем так. Сегодня же еще 5 октября. Давай помянем бабулечку нашу золотую. Может, карасик как-то подать? 94-й 2023. 29 лет, да? 94-го. Да. 29 лет уже нету. Так, это Морс. Не зря этикетку убрал. Нет, я по цвету определил уже. 29 лет. Хорошая женщина была. 77 лет. Она была ровесницей Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года рождения. Когда умерла, ей было 77 лет. До последнего она работала где-то, может, только год или полтора, или, ну, максимум 2 года она начала это как бы, ну, приходили помогать вот картошку там собирать или окучивать. Раньше она даже все это сама одна делала. Ну, пахать, естественно, наймет мужиков, а так окучивала сама, собирала сама, выкапывала, сажала много картошки, собирала много, сдавала в сельпо. Ведер 20, наверное, сажать получалось примерно, да? Больше даже чуть-чуть, 25. Она, короче, работала с самого детства. Как вот она рассказывала, у нас, говорит, 13-14-летних девочек, это получается, если 17-го, это 13 лет, 30-й год получается. 30-е годы всех, говорит, отправляли в лес пилить дрова.
пилили не дружбами, не пилами. Лучковка была. И вот две молодые девушки, там 14-17 лет, ну, жук, по пояс снегу, говорит, все сырые. Тогда и одежды такой-то не было, наверное, какие-то валенки, какие-то вот это, наверное, штаны, все это. И Всё. исключено то, что старая одежда была не хуже этой. Ну вот, потом замерзали, видать, мокли, и, говорит, нас начал косить, говорит, брюшной тиф, она рассказывала. Это вот то же самое, что сейчас у нас вот ковид был, ну, выкосил все, выжили только сильнейшие, которые иммунитет крепкий. Видать, в те годы также все было. Очень много народу, говорит, поумирало. Некоторых хоронили прямо, говорит, в лесу. Ну, в лесу, наверное, этих сыльных, да что-то так, ну, хоронили. А так вот эти деревенские тоже, говорит, очень много умерло. Потом бабуля тоже заболела брюшным тифом, говорит, температура 42. Я, говорит, ничего не могу. Меня, говорит, отправили, говорит, в деревню все умирать. Ну, 16 лет, что ли, было, не помню, или 15. Не буду врать, но то, что до 17, это точно. 15-16, может быть, так. Я, говорит, не знаю как, но, говорит, выжила. У них вообще в семье было 17 детей. Вот, сестер и братьев. Выжило только 2 сестры и 5 братьев. Из 5 братьев 3 погибли на фронте, одного репрессировали, только вот один в Помозино, Иван, переехал. Вот сейчас родственники у нас в Помозино, Усть-Коломском районе есть. Привет нашим родственникам с Усть-Коломского района, село Помозино. Евстолия Ивановна, это двоюродная сестра моего отца. Дай Бог тебе здоровья. До сих пор живет, здравствует, и дай Бог дальше жить и не болеть. Это единственная двоюродная сестра, получается. Больше никого в живых уже нету. Вот из того Марпа Иван рода. Марпа Иван это основатель рода нашего был. Вот у него 17 детей было. Выжили только 5. 17. Ему было 36, он женился на 16-летней. 20 лет у них разница была. И вот она успела родить, получается, 17 детей. И болезнями выкосила, вот считай, 10, да? Если 5 Если 5 до 2, да, 10. 10 детей выкосила, вот оставались. Естественный отбор, можно так сказать, был. И вот она сказала, потом после болезни ее отправили, говорит, работать на почту. И она вот на такой вот, типа уралочки на деревянной лодке, возила почту по району, по реке Шестом. И это, говорит, было намного легче, чем, ну, конечно, легче, чем лес валить. И, говорит, я потом уже все облегченно вздохнула. Но потом выросла, не знаю, может быть, по этой причине, что с детства работала или что, но у нее детей своих не было. Она моего отца, получается, воспитала у своей родной сестры. Потому что мой отец в 2 года остался круглым сиротой. Отец у отца умер, погиб на фронте. Получается, мой отец 39-го года рождения. Вот в 41 году призвали, сразу убили. Григорий Алексеевич Растворов был на фронте, погиб. А мать умерла у отца, когда ему было 2 годика всего. 2 года мой отец, твой дед, остался круглым сиротой уже. И вырастила и подняла вот это Анна Ивановна, вот, которой уже 29 лет нет. Анна Ичинь. Вот, это немного истории. Так что давайте вспомним эту хорошую женщину, благодаря которой мы все здесь. Если бы она в свое время сдала детдом своего племянника родного, получается, а не вырастила, Неизвестно, что бы было. неизвестно, что бы было, неизвестно, где бы был мой отец с детдома, куда бы его жизнь определила, никто не знает. А так, судьба распорядилась так, как оно есть на самом деле. Отец вырос, отслужил в армии, года 4, наверное, тогда что-то на 3,5, говорит, должны были, говорит, уволить, еще полгода оставили, ну так, неопределенная служба была. Отслужил, переехал в родные края, женился на моей матери, твоей бабушки,
И вот родилось у них 4 детей, 2 сына, 2 дочери. Благодаря им появились мы, благодаря нам появились вы, получается. Видишь, какая вот эта цепочка взаимосвязанная. Все взаимосвязано в этом мире. Вот. Так что в памяти о бабушке я ухаживаю за этим подворьем. 3 раза в год выкашиваю всю травку, чтобы красиво все чисто было. Огораживаю, чтобы коровы там не ходили. Культур-мультур. Ну, осталось еще сарай разобрать, осталось еще веранду сделать. Много чего еще осталось сделать, но будем стараться, будем успеть. Стараться успеть все сделать. И, возможно, мы... И это лето не получилось, следующее лето будем жить в домике на берегу реки. Главное иметь желание, главное стремиться к этому. Тогда все получится. Так, ну что? Все очень хорошо, все очень вкусно. День прошел очень быстро. Просто пролетел. Вроде только встали, уже опять темно. И сейчас он будет все короче. Но ничего страшного. Мне кажется, иногда, да. На зимних рыбалках там за 3-4 часа успеваешь многое переделать, а тут такой длинный день и еще не хватает. Не длинный, скажем так. Ну, сегодня тоже смотри, сколько успели, сколько проехали, сколько сделали. По Троицку помотались. Ладно, друзья. На сегодня все. Не было сегодня больших уловов, но, так сказать, была подготовка. Возможно, большой улов и был на нижнем участке. Это, надеюсь, мы увидим завтра. Так что до завтра. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Комирбак. Пока-пока. Бурбой.